Здравствуйте, уважаемые гости! Бурлун Донайортьяс. Здание, в котором мы находимся, уникальное, с богатой историей и живым настоящим. Училище начальное земское. Объект культурного наследия регионального значения. Экспозиция «Весь Сыктывдин». Обратите внимание на карту Сыктывдинского района. Сыктывдинский район был образован в 1929 году. В настоящее время в состав района входят 13 крупных поселений. На экспозиции «Весь Сыктывдин» представлена информация о каждом сельском поселении, о знаменитых людях и достопримечательностях, которыми богата Сыктывдинская земля. О жизни людей в те далекие годы может рассказать зал этнографии. Центральное место в экспозиции отведено ткацкому станку, на котором работала мать основательницы музея Эмилии Алексеевны Налимовой Анна Ефимовна Кудяева. В этнографическом зале представлены промысловые предметы. Лыжи двух видов, обшитые оленьим камусом лысь и простые деревянные лямпы. В старину для изготовления исключительно качественных, добротных, обшитых лыж требовалось убить до 8 северных оленей, так как лучший камус снимался только с задних ног животного. Лузан – верхняя одежда охотника, обшитая грубыми кусками кожи. Пороховница из капа. Кап – нарост, шишка на стволе или на ветках березы. Рыболовные снасти, сетевая снасть и морды, по-коми гымга. Лагун – деревянная посуда, похожая на чайник. В лагун наливали готовый пивной напиток – сур, традиционный у коми. Экспозиция в зале истории, промышленности, сельского хозяйства и медицины. Познакомиться с историей развития промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения на территории Сыктывдинского района. Первый стенд посвящен деятельности знаменитого Нюрчинского чугунолитейного завода, основанный устюжскими купцами Пановым и Плотниковым. Завод действовал с 1761 по 1995 года. В то время Нюрчин был единственным местом в коми края, где занимались художественным литьем из чугуна. Самая большая коллекция изделий нюрчинских мастеров собрана в Национальном музее Республики Коми. Зал боевой славы посвящен памяти воинов-сыктывдинцев. На экспозиции представлены информация о героине гражданской войны, уроженке деревни Дав Домны Федоровны Каликовой. Письма фронтовых лет, фотографии, документы, личные вещи, наградные материалы о герое Советского Союза Николае Васильевиче Облеснине, уроженце села Выльгард. В зале природы собрана коллекция флоры и фауны Сыктывдинского района. Представлены чучела птиц, глухарь, сова, чайка, чучело млекопитающих, медведь, лиса, волк, заяц, бобр, куница. Особый интерес вызывает часть скелета мамонта, тазовая кость, найденная жителем села Пажга Александром Ивановичем Авериным. Не менее интересной находкой стал череп овцы-быка. Данный экспонат является уникальным, так как кости овцы-быков на территории Республики Коми ранее не встречались. В зале открытые фонды представлены декоративно-прикладные работы Владимира Васильевича Киселева и народного мастера России Семена Ильича Аверина. Также в зале представлена коллекция работ художника-фронтовика, уроженца села Выльгард Василия Кузеванова. Дорогие друзья, мы находимся в моей самой любимой комнате, комнате семейных тайн и легенд. В этой комнате представлена мебель, предметы быта большой выльгардской семьи Шуболкиных. Эту мебель, эти предметы быта предоставила нам Евгения Петровна Шуболкина, наш добрый друг, руководитель клуба ученых уроженцев Сыктывдинского района. Ее дед, мастер-костандеревщик Алексей Ефимович Шуболкин, изготовил эту мебель. Теперь она представлена в экспозиции нашего музея.
В этой комнате проходят два самых известных музейных квеста. Закрытая комната и странная комната. Мы с вами, друзья, находимся в картинной галерее «Музей-музеи». Она была открыта 22 августа 2017 года. В этом зале представлены работы как профессиональных, так и самодеятельных художников Сыктывдинского района и Республики Коми. Один из самых известных художников – это Станислав Анфимович Турлопов. Из непрофессиональных художников хотелось бы отметить Валерия Александровича Нечаева. Это наш Коми Куинджи. А если вы хотите увидеть нашего Коми Куинджи, то приходите посмотреть на выставку Валерия Александровича Нечаева. В этом году открылся новый зал в нашем музее. Этот зал называется «Миянгиз. Наши люди». Сыктывдинский район очень богат известными людьми в сфере культуры, искусства, науки. У нас 68 ученых-уроженцев Сыктывдинского района. У нас в музее действует клуб ученых-уроженцев Сыктывдинского района. В музее издан диск «Ученые земли Сыктывдинской. Я жизнь науке отдаю», где представлены работы, фотографии этих известных ученых. В первую очередь хочется сказать о Калистрате Фалалеевиче Жакове. Перед музеем находится сквер имени Калистрата Фалалеевича Жакова. В этом зале также представлена богатая коллекция коми-музыкальных инструментов, изготовленных известным мастером Владимиром Яковлевичем Павловым. Эта коллекция создана благодаря уникальному человеку Прометею Ивановичу Чисталеву. Дорогие друзья, в детской комнате вас встречает наш музейный мышонок Музя. Музя уже съездил в Венгрию, Австрию, он был в Финляндии, он побывал в Москве и в Питере. Вот недавно он приобрел себе красивые такие финские носочки. Музя приглашает всех наших детей на все наши увлекательные квесты, наши мероприятия, которые проходят в нашем музее. Дорогие друзья, мы всегда рады вас видеть в нашем районном музее истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Алексеевны Налимовой.